Следующее деепричастие, прошедшего времени с аффиксом «аш». Если же основа заканчивается на глухую, согласную, если на звонкие согласные, соответственно, «аш». Если на гласные, то просто долгое «аш». Например, «аш», «паргаш», «чораш». Деепричастие прошедшего времени обозначает действие, которое произошло непосредственно перед действием, выраженным основным глаголом. Например, «аш чорпан». «Аш чорпан». Ушел, открыв, дословно переводится. Глагол «аждар» открывать предшествовало действию глагола «чорур» уходить. Открыв, ушел. Дословный перевод. Сочетание деепричастия прошедшего времени с такими вспомогательными глаголами, как пар и кедр, обозначает различные формы и оттенки значения основного глагола. Например, «алгашпа» переводится как «унести». Дословно же перевод звучит как «взяв, уйти». Унести. Правильный перевод. «Паргаш келер». Дословно прийти, сходя. Сходя, прийти. На русский язык соответствует приставке «с». «Паргаш келер» – сходить. Еще, например, «ойнаш келер» – сыграть. «Мангнаш келер» – сбегать. Сбегать. Точно так же деепричастие прошедшего времени с 4 основными вспомогательными глаголами служит для выделения прямой речи. Посмотрим тот же пример. Можно сказать и следующим образом. «Айдың тұрғаш». «Мен жанарым» дейін. Айдың сказал, что уходит домой. «Айдың тұрғаш». И причастие прошедшего времени служит для выделения прямой речи. Прямая речь. «Мен жанарым». И причастие прошедшего времени. «Тұрғаш». Точно так же. «Олдырғаш». «Қаш». «Қараш».